Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю новости простым, понятным языком. В пятницу вечером на террасе тихого семейного ресторана у подножия Шмарна Гора произошла драка между 5 мужчинами, которая закончилась перестрелкой. Словенский боец смешанных единоборств Александр Дробинца по прозвищу Рус подошел к компании мужчин, после чего началась потасовка, переросшая в драку со стрельбой. Пострадавший по кличке Рус получил 2 огнестрельных ранения в ноги. Одна пуля прошла через мягкие ткани без серьезных повреждений, вторая задела мышцу, но не повредила кость, суставы или артерии. К моменту прибытия полиции все участники потасовки разбежались, хотя как можно бежать с простреленными ногами? В итоге пока никто не задержан, ведется расследование. Собственники ресторана побоялись давать свидетельские показания на камеру. Оно и понятно, ноги дороги. В воскресенье около 6 вечера в Любляне на улице Заложка произошло вооруженное ограбление автозаправки. Неизвестный злоумышленник вошел в магазин на заправке и, угрожая оружием, ограбил кассу. По показаниям свидетелей, мужчина был ростом около 2 метров, на нем была стильная черная одежда, кроссовки и зеленая бейсболка. Говорил он по-словенски без акцента, хотя для конспирации мог бы говорить и на английском. Недалеко от Любляны полиция обнаружила крупную нелегальную плантацию конопли. В итоге было изъято 550 кустов высококачественной сортовой конопли. Помимо конопли было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие. Ведется расследование в отношении 2 подозреваемых – мужчины 46 и 71 года. Скорее всего, маленькая пенсия заставила пенсионера стать садоводом. Полиция завершила расследование смертельного ДТП, в котором водитель автобуса на пешеходном переходе сбил и переехал несовершеннолетнюю девушку. Несмотря на то, что скорость автобуса была в пределах нормы и в крови водителя не было следов алкоголя, ему все равно предъявлены обвинения в халатности и грозит до 8 лет лишения свободы. Покупки на китайских сайтах, таких как Тему, Шиин и Алиэкспресс, станут дороже. Любителям дешевых покупок из Китая придется платить больше уже с июля. Евросоюз вводит новый сбор на небольшие посылки стоимостью до 150 евро. За прошлый год в ЕС поступило более 5 миллиардов подобных посылок. А теперь с каждой категории товара будут собирать по 3 евро. Власти ЕС объясняют эту меру защитой европейского рынка. Например, заказываешь заколку за 50 центов и в итоге платишь 3,50. В Словении начался сезон клещей, и одна моя знакомая уже открыла сезон, встретившись с клещом, и отправилась в больницу. Пожилая женщина любит ходить по лесам, и в одну из прогулок ее укусил клещ, и она этого не заметила. Дома ей стало плохо, начала болеть голова и появилась тошнота. Хорошо, что она вовремя успела обратиться в больницу. В больнице у нее взяли пункцию и выяснили, что ее укусил энцефалитный клещ. Женщина прошла курс антибиотиков, и слава богу, ей повезло, она не стала инвалидом. Сейчас она находится уже дома, но у нее очень сильная слабость. И теперь, после пережитого, она долго не захочет идти в лес. Многие уверены, что клещ опасен только после нескольких часов нахождения на коже, но это далеко не так. Вирус клещевого энцефалита может передаваться уже через несколько минут после присасывания клеща. Клещевой энцефалит – невероятно опасная болезнь. Обязательно делайте прививки. А вот от болезни Лайма, к сожалению, нет прививки. И по статистике в Словении ежегодно болезнью Лайма заражаются от 3 до 7 тысяч человек. Болезнь Лайма лечится антибиотиками, но опасность состоит в том, что люди не знают о своем заражении. А когда узнают, может быть уже поздно. Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. В ЕС вводят новые правила для кафе и ресторанов. Евросоюз начинает очередную атаку на пластиковый мусор. Вместо привычных одноразовых порционных продуктов теперь будут использоваться дозаторы. Около 40% всего пластика в ЕС используется именно для одноразовых продуктов. На каждого жителя Евросоюза ежегодно приходится 35 килограмм пластикового мусора. Уверена, что в США этот показатель выше. Новые правила вступят в силу уже с середины августа. Набирайте пакетики впрок. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса,
Какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет от плюс 14 до плюс 25, пасмурно, без осадков. Спасибо, Алиса. Благодарность – лучшая награда для меня. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!